Здравствуйте, дорогие друзья, и для вас наша новая рубрика «Ломающие новости». В этот раз новости сломали Волка. Волк получил дисквалификацию на чемпионате России по кругу. И давайте же посмотрим, как это все произошло. Вот он, выход из боксов. Волк не очень хорошо выходит, но посмотрите, как он будет бороться за траекторию. Он уходит внутрь, обходит одного, подходит ко второму. На пути него известный, собственно, в узких кругах Тони. И видите, Тони сначала закрывает ему внутреннюю траекторию, а когда Волк пытается уйти на внешнюю, Тони атакует Волка, проходящего на внешней траектории. Это повтор этого же эпизода. И что самое интересное, вот этот эпизод, который вы сейчас видите, был трактован экспертами в пользу Тони. Тони прошел финал, а Волка записали в агрессоры. Обратите внимание, как Волк даже не смотрел на Тони, и кто менял свою траекторию, чтобы ударить соперника. На случай, чтобы не было кривотолков, что Волк потом что-то сделал, я выкладываю целиком видео. Потом, конечно, еще будет видео, когда полностью будет забег смонтирован, будет видео еще с другой камеры. Но для того, чтобы понять, что происходило, нам достаточно и одного этого эпизода. То есть вы видите, что больше контакта между собаками не происходит. И контакта какого-то волка с другими собаками не было. Я еще раз повторяю, Тони широко известен в узких кругах. Тони снимался уже за агрессию на соревнованиях. У Волка никогда таких прецедентов не было. И вот еще раз, Волк проходит по внешней, по внутренней не может пройти, уходит на внешнюю, и тут же следует атака Волка. Обратите внимание, идет атака. Вот. Я не знаю, как еще можно трактовать этот эпизод, но выглядит все так. Что еще хочу сказать? Мне никто не сообщил о дисквалификации Волка. Не дали возможности оправдаться и показать видеозапись. Меня 3 часа продержали под дождем и на холоде, прежде чем я узнал о том, что произошла дисквалификация, когда мне отдали книжку, а в которой ничего не было написано. Спасибо за внимание, и мы остаемся с вами, чтобы и дальше писать хронику российских бегов.